В Ингушетии организованные преступные группировки вольготно чувствуют себя и держат в страхе бизнесменов и простых граждан. Лидеры ОПГ крышуют нефтяной бизнес, автозаправки, лекарственный рынок, торговые центры. Представители криминальных структур региона воруют миллионы на госконтрактах и обналичивают бюджетные деньги в карманных фирмах-помойках. Наша съемочная группа выехала в Ингушетию и провела собственное расследование. Большой репортаж Виталия Кармазина. Руки на стол! Руки на стол поставить все. Бойцы Росгвардии блокируют помещение. По оперативным данным, на этой заправке в Ингушетии нелегально торгуют газом. Только что оператор станции заправил вот эту «Тойоту». Проверочная закупка по приобретению газа. Я вас прошу выдать денежные средства, с которыми вами расплатились. 1000 рублей вам передал сотрудник. Полицейские уверены, многие заправки в республике контролируют люди, с которыми в прямом смысле слова опасно спорить. Участники следственных мероприятий просят не показывать их лиц. А вот этот газ, он должен под землей же находиться? Да, или должен быть полностью огражден, или должен быть закопан к земле. Это специальная выездная проверка Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России. Сотрудниками МВД России совместно с территориальными подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции проведены оперативно-профилактические мероприятия, в результате которых выявлены ряд нарушений пожарной и промышленной безопасности. Вдоль дорог десятки таких опасных мини-заправок. Одна или две колонки и огромная емкость с топливом у всех на виду. Вот на таком импровизированном кресле сидит оператор заправки и ждет, когда подъедет автомобиль, чтобы накачать баллоны газом. Они работают без лицензии, не платят налоги, хранят топливо опасным способом, незаконно заправляют бытовые баллоны. Когда приходит полиция, устраивают скандал. Почему вы газ продавали? Я не продавал газ. Как не продавали? Вот так не продавал. Как не продавали? Вот так не продавал. Ну как все зафиксировано, не продавали? Что, детский сад, что ли? Я выбрихиваю там. Ничего не уберу. Пошел. Торговцы не боятся никого. Рядом силовая поддержка. Эти люди в любой момент готовы оказать сопротивление. Можно? Без спроса можно завалить? Куда без спроса? Сюда. А почему нет здесь проверочной закупки? Ну, а я опять спрашиваю, можно или нет? А что? Конечно, не будем, а что ты Чего так? Давай я зайду, в чем проблема-то? Как нет? Чего? Самое страшное то, как хранится топливо. Старые бочки стоят под палящим солнцем. Жаркая погода, случайная искра. Последствия хорошо видны на этом видео, снятом в Ингушетии. Газовая заправка взлетает на воздух. Для торговцев, похоже, человеческие жизни – ничто. Главное – прибыль. О качестве топлива тоже не заботятся. Бензин, который разливают на левых АЗС, приводит к поломке машин. Простые автовладельцы вынуждены постоянно платить. Им приходится вновь и вновь ремонтировать свой транспорт. А вот так в Ингушетии добывают нелегальную нефть. Из нее потом делают опасное топливо и поставляют на левые заправки. Вот такие станки-качалки стоят где-нибудь в лесу, подальше от чужих глаз. Вот, например, рядом с этими станками сейчас даже нет охраны. На них не видно и логотипов. Можно сделать вывод, что это абсолютно нелегальное производство. Эти станки работают круглосуточно, качают нефть из земли, которая по трубам заполняет резервуары. Без спецназа к таким мини-предприятиям подходить опасно. Свой бизнес местные топливные магнаты защищают любыми способами. Магаз Ойл – сеть заправок, закрытых из-за многочисленных нарушений. Ее владельцем в Ингушетии считают бывшего высокопоставленного чиновника Мусу Келигова. После госслужбы он превратился в богатого бизнесмена. Пока Келигов сидит в своем роскошном особняке в Москве, полицейские в Ингушетии проводят обыски на объектах его топливной империи. Это еще одна заправка так называемого местного короля бензоколонок Мусы Келигова. Она тоже закрыта. Здесь были обнаружены многочисленные нарушения. Торговали топливом без лицензии, нарушали правила пожарной безопасности. То есть фактически эта заправка могла в любой момент взлететь на воздух и погубить клиентов. А еще жильцов ближайших домов. Келигов, договорившись не пойми с кем, умудрился нарушить одно из главных правил. Разместил АГЗС на расстоянии всего лишь нескольких десятков метров от жилого массива. На дверях заправки вывеска с названием компании «Ингросс». До недавнего времени эта фирма была основным активом Келигова. «Ингросс» — это какая-то местная нефтяная база крупная, я так понимаю, правильно? То есть вы с нее поставляли, с «Ингросса»?
Не знаю я же не знаю. Я У вас написано «Ингросс» вот здесь. А вот и сама база «Ингросс». 6 топливных хранилищ, собственный железнодорожный узел. Огромный объект приносил миллионную прибыль и не раз становился причиной скандалов. Эту базу «Ингросс» закрывали несколько раз. Последнее постановление суда датируется февралем 2018 года. В нем значилось, я зачитаю, что Муса Келигов не оформил необходимую лицензию, не осуществлял производственный контроль промышленной безопасности, не заключил договор с аварийно-спасательными службами и даже не думал о своих сотрудниках. Они не были застрахованы. Судя по материалам проверок, владелец базы не позаботился о том, чтобы обеспечить простым работникам безопасные условия труда. По некоторым данным, на предприятии не соблюдался ни один из пунктов технических требований. После официального закрытия базы оперативники увидели, как работники переливали топливо из цистерн железнодорожного состава прямо в баки грузовиков. Бензин, скорее всего, разошелся по заправкам Келигова. Одна из АЗС стоит как раз рядом с базой «Ингросс». Сейчас тоже закрыта из-за нарушений. А кто владелец? Владелец Аслан. Аслан? Понятно. А как фамилия у него? Келигов. Результатом проведенных мероприятий Следственный орган Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 в отношении Келигова, который является собственником, а также должностным лицом газозаправочных станций. В настоящее время ведет следствие. Муса Келигов чем-то похож на выходца из соседней республики, бывшего сенатора Рауфа Арашукова, арестованного за убийство и кражу топлива. Та же любовь к роскоши. Вот свадьба Арашуковых. А вот Келиговых, говорят, на торжество потратили 10 миллионов долларов. И у Арашукова, и у Келигова топливный бизнес, у обоих сенаторские амбиции. Если один сумел занять высокий пост, то второму это не удалось, не прошел согласование. Но, как и Арашуков и Келигов, расставил близких людей на ключевые посты своей топливной империи. Вот как до недавнего времени примерно выглядела структура семейного бизнеса. Основные направления деятельности курировали близкие родственники Мусы Келигова. Кто-то отвечал за добычу нефти, кто-то за переработку топлива. Были также ответственные за заправки, строительный бизнес и даже охранное предприятие. Бизнесмен вкладывал деньги и в другие объекты. По некоторым данным, контролировал торговый центр «Так» в Назране. Прокуратура закрыла объект из-за несоблюдения требований пожарной безопасности. К чему приводят эти нарушения, вся страна знает на страшном примере кемеровской зимней вишни, где в марте прошлого года погибли 60 человек. Владельцы центра «Так», сколачивая миллионы на аренде помещений, похоже, не особо вкладывались в безопасность посетителей. Судя по документам, здание было оформлено и продано как жилой дом, но после каким-то образом превратилось в торговый центр. Оскандалился и еще один проект, к которому якобы были причастны люди Мусы Келигова. Речь о компании «Вокруг света». Эта фирма долгие годы занималась организацией паломничества мусульман в Мекку. Каждый мусульманин должен один раз хотя бы в жизни, один раз поехать и делать хадж. Поэтому все мусульмане должны соблюдать. Мусульманин очищается от всех грехов, когда поедешь в хадж, там совершишь все ритуалы. Хадж стоит недешево, в среднем $3000 на человека. Компании по организации поездок имеют хороший доход. По данным МВД, фирма «Вокруг света» не заплатила налогов на 22 миллиона рублей. Да еще и фактически обманывала паломников. Как пишут СМИ, не без помощи местного муфтия Исы Хамхоева. Договор с паломниками заключала аккредитованная турфирма ООО «Вокруг света», владельцами которой являются сотрудники муфтията. Фактически вся работа проводилась с участием Духовного центра мусульман Республики Муфтията. Оплата паломниками производилась наличными, при этом никакие финансовые документы не оформлялись и не велась налоговая отчетность указанной фирмой. Против компании возбудили уголовное дело. Глава муфтията Иса Хамхоев все отрицал. Вот он горячо уверяет своих соотечественников, что обвинения сфабрикованы. Но несмотря на пламенные речи, позже, по нашим данным, деньги все же были возвращены государству. Наверное, бизнесом занимается человек. Бизнес разный бывает. Но прикрывая за исламом, если он занимается таким делом, это вообще харам, который отвечает за хадж, муфти. Он же должен быть показателем для всех мусульман, чтобы мусульмане республики должны, пример с него, не знаю, я просто так понаслышке знаю, что там
налоги не наплатил. Ну, по исламу это, конечно, очень неправильно. Даже простой мусульманин не должен быть так, не должен вот так поступить. Простой, тем более муфтий. Иса Хамхоев очень богатый человек. Его семья владеет так называемым новым рынком в Назране. Это предприятие не раз ловили на нарушениях санитарных норм. Сейчас рынок закрыт. Есть данные, что родственники Хамхоева также имели крупную долю в аптечном бизнесе, которому мог покровительствовать бывший глава управления Росздравнадзора в Ингушетии Мальсак Ужахов. О нем не раз писали местные газеты. Ужахов, к примеру, бывший глава Росздравнадзора, а в 2010 году он ушел в большой лекарственный бизнес и основал сеть аптек «Панацея», где заключались выгодные для семейного бизнеса контракты на поставку медикаментов в больницы. По сравнению с соседними регионами цены на медикаменты были завышены, а также Ужаховым с целью устранения конкуренции оказывалось давление на владельцев аптек путем проведения незапланированных проверок. Сейчас Ужахов в СИЗО. Нашей съемочной группе удалось встретиться с ним. В интервью бывший чиновник признался, что действительно знал Хамхоевых и владел сетью аптек «Панацея», но обвинения в коррупции отверг. Еще тогда, когда я был руководителем Росздравнадзора, по-моему, там мои родственники работали, сыновья работали. Я им сказал: прекратите деятельность, иначе все равно они не перестанут, будут постоянно меня упрекать. Они приостановили деятельность, и эта «Панацея» еще с тех пор уже не работает. В СИЗО сейчас находятся и другие люди, близкие к муфтию Хамхоеву. Это Муса Мальсагов и его бизнес-партнер Барах Чемурзиев. По некоторым данным, ему принадлежит квартира в Москве стоимостью около 250 миллионов рублей, а также несколько объектов недвижимости в Санкт-Петербурге. Там же у Чемурзиева долгое время работало и личное риэлторское агентство. Барах Ахмедович в Ингушетии уже очень давно, да, уже где-то год или полтора как уехал. В СИЗО и зять Исы Хамхоева Ахмед Барахоев. Журналисты уже писали о его многочисленных бизнес-проектах и связях с тем самым нефтяным королем Мусой Келиговым. Якобы Барахоев задолжал владельцу бензоколонок около $500 000. Келигов Муса, я его знал молодым, когда он в пешкомбинате работал, пацаном был. Вот, ну, скажем, 93-го года я его в глаза не видел. Ну, пишут, что якобы... Я говорю, я его в глаза не видел. В беседе с нашей съемочной группой Ахмед Барахоев называл себя то безработным и небогатым пенсионером. Я в бизнесе не был, я пенсионер, у меня были козы, у меня пенсия 15 000. У меня были, значит, козы, теплица, сад, огород. То вдруг вспоминал, что у него было крупное предприятие в Казахстане, а в 93-м он едва не открыл водочный завод в Ингушетии. Когда уже готовая линия была, нужно было палец нажать, и можно было уже выпускать эту алкогольную продукцию, да, ко мне приехал тогдашний муфтий. Ты знаешь, что грех выпускать алкогольную продукцию? Я говорю, да, знаю. Но я ее употреблять не собираюсь. Он говорит, грех. Запрет. Я отказался, бросил этот завод. Если бы муфтий разрешил? А если муфтий разрешил бы, я бы работал бы. Так разрешать должен не муфтий, а Аллах. Ну... А муфти говорит, обосновывает это именем Аллаха. Напоследок Барахоев рассказал, как к нему сейчас относятся в СИЗО. Со дня заключения меня, значит, в Нальчике, и здесь ко мне все относятся с уважением, как к старейшине, и с питанием, и по отношению к здоровью, там, врачи, там, все, что мне надо, ко мне приходят, спрашивают, уделяют внимание, я им благодарен. Никакого давления ни с одной стороны, ни от кого я не видел, ничего. Ахмед Барахоев человек в определенных кругах уважаемый. Его близкий родственник, бывший министр внутренних дел Ингушетии Ахмед Погоров. Сейчас он в розыске. Погоров возглавлял республиканское МВД в начале 2000-х. Высокий пост занимал недолго. Газеты со ссылкой на свои источники писали о возможных причинах отставки Погорова. Руководил милицией он всего 1,5 года, и именно в это время Ингушетия приобрела славу главной базы чеченских террористов. В частности, именно на территории республики было подготовлено несколько крупных терактов, включая и взрывы на Тушинском аэродроме в Москве. Тушинские теракты вообще стали своеобразным шоком на Кавказе, ведь раньше регион не знал терактов с участием смертников. Работа МВД Ингушетии регулярно вызывала нарекания со стороны руководства федерального министерства. Вину местным милиционерам ставилась не только низкая эффективность
эффективность работы, но и тесная связь с местными преступными группировками. По словам представителя МВД России, ингушская милиция практически полностью укомплектована по родственному признаку и, соответственно, занята главным образом защитой клановых интересов, в том числе и криминальных. Ахмед Погоров после увольнения уехал в Москву. Параллельно с бизнесом занялся псевдообщественной деятельностью. Вот, например, он рассказывает о микрорайоне 110Га в Ингушетии. Это жилье в рамках федеральной программы построили для переселенцев из зон оползня.